Как же здорово, что я дома в своей избе. Не могу нарадоваться. Давно не был. С октября месяца, 20 октября мы отсюда выехали. Ну вот, ребят, смотрите. Зимняя вторая изба. Наша баня. Сколько снега на крыше. Крыша крепкая, 100% выдержит. Хоть 2 раза выше. Подходили к бане, но даже не заходили. Вот, амбар тоже стоит, тоже выдержит. А на крышу мужики залазили. Смотрите, труба низкая. Так что снегом навалило выше этой трубы. Надо трубу удлинить. Ну вот, ребят. Чолом здорово, карка. Лежу шатчины. Красота. Как же хорошо, что я на избе. Хорошо, что я дошел. Буду отдыхать. Беседка. Вот это да. Все четко. Вот. На лыжах спускались за водой, наверное, вон туда. Даже дверь приоткрытым оставили. Хорошо. Молодцы, мужики. Все правильно сделали. Вот так. Ой, бля. Чуть не упал. Чолом здорово, карка. Вроде даже дрова заготовили. Этих дров вроде не было, да? Свежие дрова. Настоящие охотники приходили, ребят. Настоящие. Не те халявщики, которые все сжигают. И смотрите, ребят. Дровишки заготовили. Но там, наверное, сухостой вот очень много. Все правильно. Вот это да. Понравилось. Все очень понравилось. Чолом здорово, карка. Запах дегтя. Ребят, этот геморрой еще у меня осталось. Смотрите. Ё-моё, сколько тут вытекло, прям вытекло. Пипец. Вот так. Но чувствуется запах дегтя. Ё-моё, блин. Осенью проблем вообще не было у меня. Вот так. Я там наверху все исправил. А здесь геморрой так и остался. Ладно, ребята, блин, так настроение сразу упало у меня. Пипец. Почему так все происходит? Что-то написали, нет. Записи нету. Не знаю, кто приезжал. Но, блин. Вот. Что за фигня? Почему так? Прям все капало. Тут видно капало. Может, дрова там. Не знаю, что и думать. Ладно, сейчас будем ночевать. Видно будет.
Но в избушке, ребят, в избушке чувствуется этот запах дегтя, который осенью у меня была. Ошибка моя, ошибка, и ошибка еще, эта проблема остается. Ладно. Плохо то, что вот, скажем, ребята тут ночевали, и этот запах, который сейчас я чувствую, очень сильно мешает. Просто угореть можно, блин. Сейчас как бы печка нагреется, и буду надеяться, что этот запах уйдет. Но если полностью закрыть вот поддувало, вот когда печка тлеет, вот эта фигня и происходит. И здесь, оказывается, дровишки тоже заготовили. Я сейчас расколол 2 полена под навесом, там у меня запас дров тоже. Тяги нету. Что вообще происходит, не понимаю. Не пошла тяга, ребят. Ну там трубу почистили. И видно, она как-то я смотрю, как будто труба не на месте стоит. Потому что здесь 1000 раз говорил, что глина, почва, и гуляет изба. Скажем, почва спустилась, труба там зависла, или еще что-то происходит. Так-то, в принципе, ровно стоит, но труба как будто наискосок. Вот, как будто вот эту стену немножко приподняло. Такое ощущение. Вот, ну ладно, сейчас глянем на улице, что там. Дым пошел или нет. Ой. Так. Ага, дым идет. Пошел дым. Сейчас за водой надо сходить. Так, я тут березу еще оставлял. 2 чурки. Много дров, в принципе, не уйдет. Там у меня еще до хрена дров оставалось с осени. Вот отсюда я буду сжигать. Вот. А весной по насту я приеду обязательно сюда. И может запас дров еще привезу на Буране. Сюда сложить. Ну посмотрим, как жизнь покажет. Ничего предугадать не сможешь. Я вообще у меня вообще нисколечко в планах не было, что я буду здесь ночевать сегодня. Сейчас чуть позже позвоню домой, предупредить, что я на своей избе, чтобы не беспокоились. Я только сказал, иду далеко, и все. Куда иду? Даже направлении толком ничего не говорил. Все загорелось. Сейчас это все, шняга все сгорит там, блин. Воздух поменяется. Ладно, ребят, сейчас я выключаюсь. Схожу я за водой. Принесу воду. Буду греть избу. И что-нибудь сварю. А потом уже на вам включусь. Вот так. Просто со съемками много времени уходит. Как же здорово, что я дома в своей избе. Не могу нарадоваться. Давно не был. С октября месяца, 20 октября мы отсюда выехали. И сегодня... Так, сегодня какое число? 17 или какое февраля?
17 февраля, наверное. Надо посмотреть. Сейчас на часах. Часом. Телефон у меня в рюкзаке. Вот эти дрова пойдут на ночь. Тут сухие дрова такие, полена, колоть не стану. Ну и там еще 2 полена сырые. Это уже когда буду ложиться, вот эти сырые закинем и будет тлеть. Лыжи обледенели, ремень. Вот смотрите. Потому что сегодня такая погода. Не то сырая, не то сухая. Ну, знаете, вот такая вот. Как будто нулевая температура. И все обледенело. Занесу в избу и пусть немножко подсохнет. А так нормально. Здесь вот немножко снег прилипало, когда вот ты идешь, как будто отсюда скользит и сюда накапливается. И уже здесь все как-то липнет. Надо салом помазать, и меньше будет липнуть. Вот такая. Раньше вот здесь бревно потоньше было у меня, и первый год у меня сломалось. Не выдержал от такого снега. Потом усилил там. Вторую еще подложил. Это видео было как-то раньше.
снег. За водой, короче, я не пошел. Начал пешком идти, вот следы. И там на лыжах спускались. Без лыж не выдерживает. Я одним словом ведро набрал снега и буду растапливать. Как бы воду буду делать из снега. Попьем такой снежную воду. Не хотел, но опять уже болтаю. Что поделаешь. Печка разгорелась там хорошо. Сколько снега. Ух, тепло-то как уже. Ну и вон как. Видно, что уже вода скоро получится. Потом чайник перелью и закипит моментально. Печка вообще огонь работает. Ну а в избе, конечно, запах от этого дегтя, от всего. Скорее бы еще выгорело, блин. Но знаете, вот как я понимаю, как я думаю, я вот свою печку уже знаю, что к чему. Ну вот те, кто приходит в гости, они, наверное, там у них дрова оставались, и просто они как заслонку закрыли, ну и дрова тлеют, и уже как тогда вот конденсат накопилось, и просто вышла он там, где стык у меня с печкой, труба. А если зазор хотя бы вот в поддувале оставить, ну миллиметра несколько, 3 миллиметра хотя бы, чуть-чуть. Пусть немножко печка горит. Лучше дверь при открытом оставить, а полностью заслонку не закрывать. Хотя бы миллиметра 3-5. И когда вот ночуешь, тоже надо вот лучше сырые дрова закинуть и миллиметра 3-5 оставить. Пусть немножко жар дает. И вот когда мало жару, вот тогда конденсат и получается, одним словом. Вот. Ну что, там дрова есть, вон тут дрова, там дрова. Сейчас воду приготовим, и я уже поддувало закрою. Меньше там будет тяги, и меньше будет дров уходить. А так, сейчас пока как его. Вон там плита. Видно, как плита красная сбоку. Здесь тоже красная. Кирпичик надо. Вообще, эта рукавица с прошлого похода у меня оставалась. Блять, таскаю его. Он вообще не нужен. Я сегодня еще вот эти рукавицы взял. Запас. Так, телефон. Сало. Конфеты, чай, хлеб, сало остатки, ну половина на завтра. Завтра может продолжение будет у меня похода. Конфеты взял. Это сейчас, чтобы завтра не таскать эти консервы, бля, он тяжелый. Тоже сейчас что-то жидкое сварю. Просто жидкое мне что-то надо. Тут фонарики. Ну и на завтра. Это весь пакет и на завтра стоит.
Так, телефон, позвонить надо. Так, ладно. Как всегда, без выстрелов. Опа. Ой. Патроны занесу, а карабин всегда на улице. Оружие у нас не принято в избушке держать. Если только смазывать, чистить. В тот день, да. А так, у меня сухое оружие в коридоре. Блядь, капает. Откуда такой? Или с избы идет жар, да капает. Полным ходом снег начал капать. Смотрите, это, наверное, дверь открыта, поэтому жар выходит. Не должно так сильно. Оттепель еще не должен быть. У меня, ребят, уже заваривается чай. Уже чай закипел. Ну там немного воды было в чайнике. И все уже заварилось. Не заварилось, а закипело. Во рту все высохло. Сейчас попью горячего чая. И снова снег еще добавлю. Ну, чайник наполнится водой. Еще полное ведро воды будет у меня. Ну и на ночь нам хватит. О, калининградский мясо цыпленка. Ну, отходу от мяса, от цыпленка, короче, тут. Но все равно вкусно. Тут, короче, у меня такой бульон, рис. И сюда еще я положу этот цыпленка, мясо. Такой, я не знаю, похлебка, буду так называть, потому что не знаю, как действительно назвать это блюдо. Ну, обычный рис. Хотел макароны сварить, такой жидкий, чтобы такой супец получилось. Но решил из риса. Да, я думаю, из риса сварю. Там у меня, смотрите, полное ведро воды уже. Все, больше не буду добавлять снега. Нам хватит. Это, считай, целое ведро. Завтра чайник еще сварю, ну, чтобы термос наполнить водой, и все. С утра тоже ничего варить не стану. Если останется, вот это съем. И все. Ну, натощак особо аппетита у меня нету. Я люблю с утра есть много. А вот сейчас ужинать уже плотно буду. Потому что за целый день у меня, ну, все потратил, всю энергию. Надо восстанавливаться. Вот так. Ну, примерно так, ребят. Рисовый суп из курицы. Запах всего этого у меня ушло с избы. Ну, выгорело все, короче.
все выгорело и ничего, никакого запаха не осталось. Но когда зашел я в избу, у меня так настроение упало, что, блин, опять это геморройно. И герметиком я смазывал, и там глиной смазывал, раствором, чего только там нету. Ничего не помогает. Ну, видно, что труба гуляет. Вот так. Ну, вот такой котелок. Еще соль добавлю и ништяк. Очень даже неплохо. Ребят, сейчас покажу, что у меня получилось. Сварил жидкий такой супец, думаю, съем. А рис так набух. Вон, смотрите. Такой наваристый супец получился. Вообще ништяк. Очень вкусный. Немножко уже подостыл. Сегодня у меня такая романтика. Ну, другого освещения нету, если только фонарик включить. Но он ослепляет очень сильно, когда свет идет. Ну, конечно же, можно и фонариком, но, знаете, вот. И не надо писать, что вот, скажем, в темноте я сижу. Ну, блин, это тайга, это таежная жизнь. Раньше люди жили вообще в таких условиях. Я не подготовленный был на этот поход. Вообще режет этот нож, блин. Якутский. Просто нож давно уже я... Но он потяжелее, поэтому не стараюсь с собой брать. А вот этот якутский нож, он легкий. И как алмаз. Действительно, как алмаз режет. Вот. Я не подготовился. Все спонтанно получился этот поход. У меня в планах даже не было. Я занимался своими делами дома. Сани свои ремонтировал. И вот так вышло, что вот позвонили. Как-то лучше бы не звонили, и меня не дернули. Просто азарт во мне проснулась. Вот как бы следы волка, свежие следы волка, идущие вот в таком-то направлении. Но я не попал на их след. Я не знаю где. Сперва вот в одну сторону шел, потом в другую сторону. Знаете, я сегодня прошел 20 километров 700 метров. Это, ну, блин, нормально. Позапрошлом году прошел 24 километра на лыжах. 24, но тогда я возвратился даже с фонариком. А сегодня чуть пораньше у меня получилось. Ну, успел еще сварить ужин. И вот, но сейчас уже все. Сейчас уже начинает темнеть. А тогда я с фонариком пришел. Это позапрошлом году было. Но все равно, как бы, мне лично интересно. Я вышел в тайгу, взял карабин на плечо и вот брожу. И знаете, вот сейчас буквально сегодня 17 число. Да, забыл сказать. Я посмотрел по телефону 17 февраля. Еще осталось 11 дней, и охота закроется. Все. Вот поэтому уже сегодня я насладился этим походом, вот,
что вот я сегодня прошел. Поверьте мне, я не обманываю, я очень сильно устал. Я до такой степени устал, просто я литр воды брал с собой. И эти литры воды, ну, не хватило мне. Я до сих пор вот сколько стаканов чая уже выпил, и еще хочется пить и пить. Все во рту сохнет, высыхает. Но самое главное, я в своей избе, знаете, вот я повторяюсь, но мне так понравилось, кто вот приходил, как сказать, в мою избу, ночевал. Блин, так чисто все в избушку оставил. Даже веник там из березы сделал. Может, завтра покажу, если не забуду. Надеюсь, моя печка их не огорчила. И сейчас никакой запаха никакого нету. Потому что у меня, знаете, ну буквально 2 миллиметра там щелину оставил, задвижку, вытяжку. И все, проблем никаких нету. Печка чуть-чуть, так, процесс горения идет, и конденсат не успевает образоваться. Жар идет в трубу. Вот и вся проблема. А эту проблему я лично решить сейчас в данный момент никак не могу. И вообще в голову ничего не идет. Моя ошибка, что поделаешь. На крыше я ошибку исправил, а здесь, ну никак. Только если сварку привести, но у меня такого нету, как же, электростанции. Туда уже 2-киловаттник нужен. У меня только 650 или 750 ватт. Да, в принципе, все нормально ведь. Это новичкам надо привыкать. Все равно время от времени в мою избу приходят, ночуют, отдыхают, на рыбалку приезжают летом. И вот сейчас зимой приезжали. Вкусный суп из риса и консерва. Не знаю, что завтра будет. В планах еще у меня, ну, я чувствую, что я смогу еще пройти такое же расстояние, ну, не 20 километров, но километров 15, возможно, еще. Может, здесь еще буду ночевать, может, в другой избе. Ну, еще хочу побродить. Неужели со мной так подшутили, обманули меня? Надо разобраться с этим. Разобраться это, ну, еще походить по тайге. Ну, конечно же, волка много кормят, они на одном месте не сидят, может уже где они, может уже куда-то в Диасерью уже ушли, в Усть-Куломский район, рядом у нас, не знаю. Но шанс есть получить лицензию, если ты добываешь волка. У меня лицензия на волка есть. Если удастся добыть волка, у меня будет лицензия на лося. Вот такая, как сказать, ну, не могу выразиться. Ну, такие условия в охотобществе. Добыть лося, добыть волка, и на волка дают лицензию лося. В других районах их очень много добывают по несколько штук. Но у нас редко приходят. Но сейчас, конечно же, все летом собак дергают.
Но и тоже люди просто так не сидят, ходят за ними. Вкусно. Костей много, конечно, в этой консерве. А так вкусно. Вот мне надо жидкое, что-то жидкое. И сейчас бы я бы выпил бочку кваса и бочку лимонада. Я не знаю, что-то шипучее, хоть пиво, хоть что. Я не могу напиться. И этот чай мне не помогает. Вот. Ну что еще, ребят? Наверное, буду заканчивать. Вот такой поход сегодняшний. Бродили. Завтра еще, может, побродим. Может, и домой пойду, не знаю. По одной и той же лыжне не хочется домой возвращаться. Знаете, вот я лучше круг такой сделаю, еще где-то в избушке переночую, и уже другими путями я буду идти к своему бурану. Буран у меня отмечен на навигатор, я знаю, где он стоит. Вот. Ладно, ребят, я ужинаю, и сейчас я просто бахнусь и отдыхать. Сейчас время 6 час. Вот такой вечер. Еще 12 часов мне надо валяться, чтобы с новыми свежими силами выйти в тайгу. 5 часов я встану, 5 часов утра. Если не просплю. Вот. Вот такие дела. Ладно, ребят, пока. Встретимся завтра. Дровишки есть, все есть. Лыжи сохнут. Карабин на улице. Вот так. Где-то, знаете, вот 1,5 года я уже карабин из сейфа не вытаскивал. Ну, на боровую птицу нельзя охотиться. И меньше хожу с карабином. Такие дела. Такие законы, такие правила. Все время правила меняются. Что-то придумывают. Может, в скором будущем вообще придется там оружие в сейфе и держать. Не знаю. Что-то неладное творится в мире и в законах. Все, пока.